Доброго дня, уважаемые подписчики, стрелки, охотники. Снова с вами Иванов Ильян. Я сейчас вам хочу заснять связанное с предыдущим видео, о котором я рассказывал, как стрелять, технологии стрельбы, ребята. Много было рассказано и еще будет больше рассмотрено в отношении этой тематики, как вообще стрелять по мишени. Сегодня я вам дам несколько выжимок, как облегчить себе стрельбу и сделать так, чтобы можно было попадать. Первое, что я хотел бы вам рассказать, это стрельба связана с тем, что я рассказывал, что нужно стрелять фокусом. Фокусом у нас, как это происходит? Я тут взял тарелку. Вот. Когда мы смотрим... Когда мы смотрим на тарелку, получается, то у нас основной фон, он размазывается, ребят. О чем это говорит? О том, что вы уже сфокусированы на мишени. Но это я сейчас делаю на расстоянии вытянутой руки. Наша цель это делать на расстоянии 10 метров, 20 метров, 30-40 метров. То есть и быть сытым. То есть никак больше ближе не получится посмотреть на 40-метровую мишень, так как я смотрю на мишень на расстоянии вытянутой руки. Здесь где-то около метра получается. Вот, я сейчас смотрю на мишень, у меня весь фон размазан. И я сейчас хочу вам, ребята, продемонстрировать для тех, кому я рассказывал, что нужно стрелять фокусом. Нам нужно стрелять фокусом, ребята. И может быть здесь такое противоречие включается в отношении, как вообще стрелять фокусом, если мишень летит быстро, а мне же надо стрелять в пустоту. Как сомкнуть дробь, если я буду смотреть не на пустоту, а буду смотреть именно на мишень. В этом есть именно разница. Так вот, ребята, разница в том, что нужно продолжать это делать. Делать и еще раз делать. Смотреть только на мишень, не смотреть на планку. Не контролировать планку, не отдавать ей важность. Контролировать буквально 2-3% стрельбы, а остальные 97% смотреть именно на мишень. Вопрос заключается в следующем. По поводу упреждений, там, допустим, один огурец, один диван или там один автомобиль. Это все обесценивается, ребята, это все уходит в ноль. Спускаем это в унитаз. И у нас остается только одна мишень. Вот сейчас я продемонстрирую стрельбу по мишени, несмотря на эту планку. Я буду смотреть только на мишень. Давайте посмотрим. Есть? Так, я сейчас буду стрелять в пустоту, ребята. Но при этом, по факту, я буду стрелять в мишень. То есть я смотрю мишень, но по факту, если нажать паузу, я на самом деле стрелю в пустоту. Бей, please, бей. Вот. Вот. У нас нет никаких тараканов. Таракан это у нас мысль, лишние мысли. Смотрим только на мишень. Дай. Дай. Вот. Мы стрельнули в пустоту, ребят. Я это делал только смотря и контролируя мишень. Еще раз. Вот. Я буду смотреть сочно на мишень. Дай. Вот. Очень приятно, когда мишень попадается за счет контроля, ребята. Контроля больше тогда, когда человек видит мишень. Он ее расстреливает. Расстреливает это у нас значит что-то стрелять с близкого, уничтожать что-то с близкого расстояния. И моя задача сблизить ее. А сближу я только тогда, когда я буду смотреть на мишень, ребята. То есть я должен сфокусировать свое зрение. Дай! Вот.
И я хотел немного вам рассказать, еще раз вернуться к этой теме, что на самом деле, когда у нас летит мишень, мы стреляем в пустоту по факту. Но мы, ребята, должны смотреть не в пустоту и в планку. Мы должны смотреть на мишень. Само упреждение, оно выравнивается за счет того, что человек, вот я беру и ловлю, допустим, да? Что я сейчас делаю? Просто контролирую, я смотрю на мишень. Вот, это не как часть тренировки, а часть того, что ваши расчеты в разуме производятся за счет того, что вы контролируете мишень. Если я буду контролировать руку, ребята, вот, черт пойми, если я буду контролировать руку, если я буду контролировать планку, то у меня произойдет промах. Давайте еще раз стрельнем. Давайте стрельнем сейчас по мишени D плюс. У нас будет угонная и получается встречная. Пол. Вот, мишень летит, контролирует и выстреливает. Что, ребята, произошло? Это был промах? Да, одновременно контролировать камеру оператора и второго оператора, это все немножко определенно. Есть свои моменты, но сейчас мы сделаем это еще легче, ребята, с игрой. Вот, смотрите. Пол. Вот раз. Пол. Вот она летит. Смотрим. И выстреливаем. Я надеюсь, было понятное видео, ребята. Пожалуйста, применяйте. Не думайте об упреждениях. Не думайте о каких-то автоматических шаблонах, заранее заготовленных. Смотрите только на мишень. Я хочу с вами попрощаться, но не так хочется стрелять. Давайте еще раз стрельнем, пожалуйста. CF. Пол. Пол. Вот. Мишень была рваная. Давайте повторим. Еще раз. Пол. Смотри мишень. Пол. Ван. Ну что, ребята, если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего вам самого хорошего.